бурлаки наши. В общем, друзья, у нас очередное приключение начинается сегодня. Сегодня 19 февраля, завтра, по идее, мы стартуем, 20 февраля. Вот приехали два таких вездехода, Бурлак из Кургана к нам. В этой экспедиции у нас несколько задач будет. Вот одна из них — это тестирование коротковолновых раций, которые разрабатывает Николай Александрович Находкин. О, безопасная Арктика. Также повезем в северные поселки там груз полезный. Планируем проработать маршрут, более удобный маршрут, чтобы доставлять также грузы в дальнейшем, возможно, в поселки, в которые они доставляются очень тяжело. Тестирование резины. Так что чувствую, нас ждет очень интересное приключение. Всем доброе утро! Сегодня 25 февраля. Продолжаем наше путешествие на бурлаках. Север рядом, якутскими тропами. Вот остановились переночевать. Выехали вчера с Верхоянска. Ну, ночью ехали, я даже не понял, куда мы приехали, если честно. Я загимарил, проснулся, уже встаем на стоянку. И вот вчера даванул очень сильный мороз. Ну, самый сильный, который вообще был за всю нашу дорогу. Не зря говорят все-таки, ну, Верхоянск — это тоже полюс холода. Ну, за 50 сегодня есть, ну, блин, точно. Около 50. Едем вдоль реки пока, дорога ныряет в лес дальше. И вот в рамках экспедиции у нас тестируется резина еще. И вот как она себя чувствует минус 50. Видите, такая складка. И вот всю ночь стояли при минус 50. И сейчас мы их накачиваем. Там система качает каждое колесо. Можно спускать, поднакачать в процессе дороги. И вот посмотрите, резина не трескается. То есть она была смята. Я не успел снять. Ребята быстро включили накачку. Практически колеса лежали на земле. Сейчас вот потихоньку накачивается, расправляется. Так что резина, похоже, хорошая. Разминаем резину. Шасси все там. Игорь с утра уже делами занимается. Сразу возвращает лестницу на место. Вот тут сзади она устанавливается. Фух. Доброе утро. Что, ты опять за едой? Ну, вот с большой ложкой пришел. Черпать. Вчера не доели, да? Тёма снимает показания. Да не, пока что-то мне. Ну-ка, как там парни? Спят? Спят, ладно, вон. Так вот. Мешать не будем. Сейчас мы находимся перед началом зимника от реки Яна до Сокрыжа. Сегодня достаточно морозно, термометра нету, мы можем просто показать, что это достаточно холодно, под полтинник, наверное, но уже солнце светит, так что дело к весне. А так? Все, 50 есть точно. Мы сейчас куда направляемся у нас? Как? Сокрыж. Сколько километров? 126, что ли. Ну это тут примерно. Угу. Так получится еще по зимникам, там по всему. Да, часов 8-9. А, весь день нам ехать до темноты, да, оказывается. Я поэтому хотел, чтобы чуть раньше выехать. Сегодня раньше. Да, морозы. Фиксируется повышение температуры на нашем термометре. Ворон прилетел в гости. А что он
он собрал? Ладушки. А, ладушки. Принял, получается, правильно? Хороший знак? Да, хороший знак. Дедушка. Серафим знает, как положить правильно. Сегодня дорога по зимнику лесному. Сейчас полетит. Спокойно, не торопясь. По-хозяйски. Положи ему сосиску, посмотрим, как он реагирует. До этого бросили ему печенюшку. Он все съел и полетел дальше за нами. А, так он летит за нами сейчас всю эту дорогу? Да, Я он правильно давно понял? уже где-то полчаса за нами летит. Это тот, который еще на стоянке у нас был, похоже, когда Возможно. мы же его Он сняли. же понимает, где люди, там еда. Да. Какая умная птица, все-таки ворон. Вот поэтому я говорил, кто ему так научил, что от вертолета надо ног давать на В дерево. смысле, он встает на лапы, он Да, он вертолетом разворачивал, он вертолета как бы это. Да, Ты уже освоился, да. Ехать это класс. Вот, остановочка. было там какой-то небольшой редколесье, кустарники. А здесь едем, смотрите, прям такой пустой день. Вот сейчас по дороге увидели УАЗик. Насколько, чтобы вы понимали, опасно вот так вот зимой одному перемещаться. Человек сломался, похоже, сколько мы понимаем. Ветки накиданы, возможно, пытался разжечь костер. Ну, предположительно, костра нет. Скорее всего, кто-то проехал и забрал человека. Я посмотрел, внутри никого нет. В любом случае, такие ситуации для Якутии, ну, актуальная, очень опасная тема. Особенно в морозы. Вот сейчас 50 градусов держится. Завозом пропускаем. Как хорошо, без напряжных шпок, отъехал, все. Яков у нас самый закаленный. Или самый ленивый. Самый ленивый. Правильно сказал. Очень любопытно посмотреть, что там внутри домика. Хотя даже не знаю, как тут. Где. Ух ты! Окна выбиты. Все продувается. Так вот, стол, нары. Я так понимаю, это пункт обогрева на трассе. Таких бы везде, на всех трассах. Шкура. Вот это, конечно, дело. Ну, в принципе, если, думаю, затопить даже с открытыми окнами, уже было бы комфортнее, чем на улице. У супруги Якова Ольги будет на днях день рождения. Мы решили всей командой собрать такое вот поздравительное видео. Дорогая Оленька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих начинаниях. Также к моим поздравлениям присоединяются ООО «Вездеходы Бурлак». С днем рождения! Руководитель экспедиции «Находки» Николай Александрович. Уважаемая Ольга, поздравляем с днем рождения с далекой якутской земли, с морозного воздуха. Вам самые наилучшие пожелания. Поздравляю от своего имени и от имени Русского географического общества с днем рождения! Дорогая Ольга, от научного сообщества республики поздравляем вас с днем рождения. Ольга, от лица якутских спасателей поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья. Поздравляем! Ура! С праздничком! Оля, салют в честь тебя.
всем большой. Меня зовут Женя, я из Сакырыра. Все нормально, весна скоро наступит. Работаем потихоньку. Из Сакырырова, да? Да, едете? Сакырырский. Ну, удачи вам на дорогах. Давайте, ребята, вам Супер, тоже счастливо. удачи. Спасибо, счастливо. Успел все дела сделать, мужики. Очередное дорожное происшествие. Перевернулась цистерна. Колеса отвалились. Тут, короче, тут что-то такое случилось малоприятное. Особенно для водителя. Ё-моё. Ну и на фоне этого, конечно, такой лес просто нереально красивый. Просто. Здравствуйте всем. Раиса Дмитриевна, зам главы Александр. Приятно. Здорово, Приветствую. питерский. Очень приятно. Здравствуйте. Постройтесь, пожалуйста. Кальвийский брат. Круто. От имени администрации муниципального района Ивано-Франковской национальной УВУЗ выражаем вам глубокую благодарность за достижение намеченной цели к доставке продовольственного груза до отдаленных населенных на далекую землю коренных малочисленных народов Севера. Очень надеемся, что многоплановый проект сократит привычное расстояние маршрута из города Якутска до труднодоступных и арктических районов. Родным и близким добра и счастья. Глава муниципального района Ивано-Франковской УВУЗ Порохов Таврин. Спасибо. Спасибо. Вон на береге это очень волшебный берег, который оберегает ваши семьи, очаг. Делается из рога чубуку. Чубуку, как знаете, он ходит в горах на 9000 метров над уровнем моря. Вон, Торки. Меня чуть не забыли. Питерском. Супер. Это очень большой. Еще один берег, который Дублява меня оберегает, я это знаю. И Да. вот любая помощь мне всегда Обязательно. очень кстати. Спасибо. Гостиница, там будем вас кормить. Обед. Да, давайте, вас кормить. Это мы любим. Добро пожаловать в наш уютный бурлак. Включите свет. Есть там тепло. И никакие Вперед можешь располагайтесь там. Сюда вот. Именно пассажирский день, да? О, был экспедиционный. Да. Экспедиционный. Ну, это пассажирский, день. да. Вот я, вон кладовка. Постирали, что ли? Выделанное, что ли? Выделанное. Хорошо сделано. Медведь. Да домой мне похоже. Это мой 6-й календарь от УВУЗа. Ага. Спасибо. Спасибо. Завтра. И завтра с 9 уже, наверное, будет ехать, да?
Я, наверное, тоже поеду. Возможно, это покажем, вот эту дорогу. Ага. Прямой, да? Большой человек был. Хорошо. Прямой прям на голову. Харбар это был. А так, Да? так, хотя вот думаю, баба. Он, наверное, наоборот, вот это. Харта и жеребятина. Это же мой любимый суп. Артем Николаевич, не отказывай себе. Такая пускай генофондовой коробы. Человек, который от Выборной ехал за сутки. Готовили оленей на стойбищах. Он каждый раз присаживался и до Собянкуля бюллетень он доставлял за сутки до Собянкуля. Вот, раньше вот такие люди сильные, мощные были. Не дай бог там пропадешь или время пропустишь. За сутки доезжали. А вы сколько дней ехали? Отсюда до Собянкуля 500 километров. Напрямую. Напрямую. И вот на Леня скакали. Вот в советской карте есть, там вот тропинка этих оленеводов до сих пор там видно черточками. Вам предстоит обратно ехать по этим дорогам. За сутки доедете, да? Ну если нам бюллетень дадите доставить, да? С оленями ни один транспорт не сравнится. Очень много национальной кухни. Оленина, потроха оленины, язык оленя, печень оленя, да. Рыба оленя. Приветствуем вас в нашей Чуваширской земле. Ай, и на ней школьная день. Не угостились же, простите, простите. Спасибо. А теперь Спасибо. Алакай! 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 Он делается с рога чувуку. Чувуку у нас ходит над уровнем моря на 2000 метров. И чтобы достать вот это чувуку, ты должен быть таким сильным, ловким, храбрым, и должен подниматься на эту гору. И должен вот Суметь. достать добычу чувуку. А он когда разбегает, 90 километров в час скорость разбивает. Вот это время ты должен попасть пулей 7 там, грамм, 9 грамм. Ты должен вот этой пулей его достать. Я красиво не умею говорить. Нормально. Вот как раз тренируйся. Поехали. Уважаемый Гаврил Гаврилович, от нашей маленькой компании «Вездеходы Бурлак» и от всего коллектива экспедиции хотим вручить вам скромный подарок. Фирменное поло и брошюрка по нашему снегоболотоходу. Технические характеристики можете почитать, посмотреть. Паники. Серафим у нас Мы в Титанике. добытчик. Юмор того, Это так жалко было, что там столько еще еды остается. Вот мы еще перед сном сможем перекусить. Да, конечно, Сакрыр очень нас здорово встретил. Вот запарковались на ночевку. Возле вот здания вот мы здесь покушали. Спасибо всем, кто нас встречал. Спасибо всем, кто нас так вкусно и сытно накормил. Кто организовал такой вот алгыс, нам встречу, танец. И самым лучшим завершением сегодняшнего дня, конечно же, это будет баня. Пока народ ждет, баня топится. Давайте проведу вам экскурсию. Здесь у них еще можно постираться. Нам предложили, но мы вот здесь сохнет. И здесь стиральные машины.
Стоит приятный банный аромат. И вот наша сегодняшняя помывочная. Наконец-то погреться. Уже так градусов 70 есть, уже можно посидеть.